Виллина с нашей базы. Сейчас на МКАД. Завтра будем грузиться именно фруктами. Что за фрукты не сказали. Будем грузиться фруктами. Будем выдвигаться на Читу. Простояли мы 4 дня. Ван сервис. Сервис хреновый. Сделали прицеп. Вроде бы как есть. Чуть-чуть говорили, то вроде сделали. Подушку поменяли. Сделали габаритики новые, поменяли. Вот этот день они делали. Потом на следующий день поменяли нам подушку одну. А, нет, датчик АБС еще на прицепе сделали. На второй день нам поменяли подушку на тягаче. Потом мы сутки простояли, вообще ничего не делали. Потом пошли узнавать на следующий день, на 4-й. Говорят, ну что нам, что делать будут, не будут? Сказали, не, ничего не будут. Забирайте машину, все, и чешите отсюда. Амортизаторов нету, запчастей нет, все. Забрали мы все бумажки, приехали, сдали колонну, спросили, что, как у нас будут дела там обстоять с нашими колесиками. Через 1,5 километра поверните направо. Кач. Сейчас по звуку купаем. На тягач. Сначала вроде все нормально, все, купим новые. Но потом через полчаса оказалось, что мы уже не купим новые, а пошли из кучи выбирать, как обычно. В связи с кризисом, там что-то с терками с Украиной, страдают, как обычно, все. Также и мы не исключение. Поехали. Хорошо, там валялись колесики такие, как у нас, да. 3 штучки выбрали. Нормально, более-менее. Съездили в шиномонтажку. Прямо на территории Камилина. Не выезжая никуда. Ездили, все поменяли, все сделали. Поменялась у нас заработная плата с 1 марта. Сегодня нас тоже ошарашили этим всех водителей, что оклад убран, или как и во всех остальных транспортных компаниях все будет с колес. Да нет там никого. Хуй его знает, здесь Москва, блядь. Не быстро, блядь, вылезут. Будет все с колес, софтно катаете, сказали, только и получать будете. Это будет действовать с путевых листов, которые получили с 1 марта 22-го. Ну, вроде бы как временно, но у нас, вы знаете, что временно, чтобы было постоянно. Вот такие трубочки, вот видите, в МКАДе. О, какой МКАД красивый, стоящий. Ехать тут 60 км. Но. Сколько мы будем ехать? Написано 1,5 часа. Короче, вот так вот. У нас путевочка еще до 21-го. Как бы по окладу будем работать. Потом, что будет дальше, будем смотреть. Как что. Как ничего. Вот так вот. Ну, многие водители недовольные, конечно. Потому что
устраивались на одну заработную плату и фиксированную зарплату. Сейчас все перековеркалось. Опять же, в других транспортных компаниях оплачивают командировочные. Здесь тишина. Никаких командировочных, ни как это будет все что выглядеть. Раньше раз в неделю платили по десятке, еще переводили еще с зарплаты. Сейчас, когда ничего не будет, будет только при получении путевого листа 5 рублей будет переводить. И все. И не знаю, как это будет выглядеть, конечно, и что месяц вы будете тянуть эти 5000 рублей. Не знаю, что и как это. Ну, я думаю, что ничего хорошего с этого не выйдет. Ничего хорошего. И тарифы там экспрессные очень смешные, очень смешные. Так что работаем, посмотрим. Что до конца месяца как бы есть путевой лист. Дальше будем смотреть, думать, что и как. А сейчас двигаемся Толстопалово, поселок Подмосковье. Грузится фруктами на Читу. Таксеры, все островки во Внуково. Хуёво. Видно, сейчас тепло. Выезжаем с Москвы. Прочухали мы МКАД. Заодно заправились, залетели на Роснефть. Внуково, СССР. Мы нам осталось. Скоро доедем. С Москвы машин мало. Ночью что ли летел? Остановились чайку попить. И хорошо. Вот тот грузовичок здесь был. Чайку, конечно, не попили. Но часок помучились, вытаскивая. Одолжили тросик. МАЗ там стоит тоже. Хорошо. Есть трос. Скоро у нас будет... Как он, блядь? Канск. Почти доехали. Чуть-чуть осталось. Наш трос в работе. Вот так вот. Так что нельзя. Инструменты с собой возите. Без них сейчас никуда. Всех приветствую. Разгрузились мы в Чите. Довольно быстро нас разгрузили. Тут приехали, правда, в дыре какой-то. Вот такие тут дома.
Ничего хорошего. Что-то мы тут не видим. Логист нам скинул, куда нам двигаться дальше. Возвращаемся обратно в Иркутск. Вот тут что-то какая-то погода непонятная начинается. Что-то ветрищий какой-то поднялся. Сейчас напарник сходит в магазин, возьмет хлебушка и покатим дальше. 1100 нам надо проскакать. Сказали, завтра погрузка. Во сколько, правда, не написали. Надеюсь, не с утра. Потому что погода что-то как-то портится. Было солнышко. А сейчас очень нехорошая погода. Ну все, вроде нормально. Пока что у нас. Говорим сегодня вот о чем. Как удивить женщину? Вот так поставим вопрос. Решим делиться своими советами. Женщины рассказывают, чем принципиально. Вот она, чита. Очень просто, как обычно, самый Какие-то там толики большие. Новые. наиболее удачно. Лучше, на наш взгляд, А вот окраина. Вот так на окраине живут. Как и в принципе во всех городах России. Время 14 часов местное. Ну, что-то у нас на час перепрыгнет. Долго. Нам не легче от этого. Такие нормально. Найден более быстрый 21 век. Лежачих полицейских. Море, просто море. Сколько? Значит, попрям обратно на Москву, в ту сторону. Завтра узнаем мы, где грузимся, чем грузимся. Опять пожалуйста. Прыжки. Главное, одни снимают, другие ставят, да? Будем вас держать в курсе, куда мы двигаться будем. Больше цивилизации.
атмосфера. Батя, машину сталкивает, блядь. Да, ветер поднялся. Быстро пролетели, разгрузились, да, и загрузились. Разгрузились, срулились. Да, такая тушка там черно. Солнышко. Пока что. Вроде по дороге ничего не предвещает нам. Классная погода, вроде должно более-менее нормально подскочить. Прилетели мы в Иркутск. Вот такая база. Будем грузиться маслом трансформаторным в бочках. Не было здесь электричества на базе. Сказали подождать, должны были начать грузить в 9. Заехали мы только в 5 вечера. Ну да, кажется, тягач ополоснули, хоть то было такое же, как прицеп. Да, хоть слегонца, хоть чтобы почище был. Сейчас пойдем, покажу вам, как это выглядит. 96 бочек. Каждая бочка весит 191 кг. Вот такие вот бочечки. Toyota, управляя мечтой. Написано было логистам, что следить за погрузкой. За погрузкой. Россия, блядь, масло сливочные возят на рэп. Стяжечками стягивают их. Трык. Сейчас загрузят нас. Не знаю, как сейчас, как по времени документы еще дадут. Загрузят, так поедем в Москву. Подняли чуть-чуть. Сами раскатывались. Как быстро все сегодня организовано. Дрифт.
дрифт-кар. На улице морозик, на солнышке, конечно, тает, а в тенечке мороз. Все, нас загрузили. Это склады Роснефть. Сейчас идем. Документы. Что за самолеты? Ага. Куда-то истребитель полетел. Интересно, куда? О, сколько-то бочек с маслом разным всяким. Вот, и вот, все до склады, все с маслом у нас стоит. Точнее, не у нас, а у них. Так, заходим за доками. Проехали мы Уфу. Решили остановиться с коллегой, чайку попить. Пока я вышел свою машинку обходить, посмотреть, обнаружил, что у коллеги колесико спускает, шипит. Сейчас поможем ему. Достали мясорубочку свою. Поможем снять, поставить. Это что-то тоже хорошее залезло, да? Блять, вон, говорит, А, здесь есть, да? Значит, камень, что ли, кого-то. Ну вот и все. 15 минут втроем. Только все перекинули, поставили его за пасочку. Сейчас поедем в шиномонтажку. Точнее, не мы, а коллега. Мы попрем дальше.